Здравствуйте. Серия А на НТВ+. 15-й тур чемпионата Италии начался сегодня, и мы с вами будем присутствовать на матче Интер-Фиорентина. Стадион Джузеппе Меацца. Аншлага нет, но зрителей предостаточно для того, чтобы ощутить полностью всю атмосферу этого большого матча, безусловно. Ну а то, что команды располагаются во второй части турнирной таблицы, и то, что Фиорентина пока всего лишь 11-я, а Интер и вовсе 16-й, так это приходящее, на мой взгляд, несмотря на то, что сложная полоса в жизни той и другой команды затянулась. Итак, Интер против Фиорентины. Сегодня 4 матча запланированы, и остальная часть тура будет завтра сыграна. Я уже сказал, какие позиции в таблице занимают эти команды, ну а разделяют их всего 2 очка. Так что теоретически, если сегодня Интер, идущий 16-м, выигрывает Фиорентину, то он ее обходит в таблице. Но для этого нужно постараться. У Интера, напомню, сыграно на 1 матч меньше, нежели у большинства соперников. Ну а некоторые команды, такие как Лацио или Сиена, которые сегодня уже сыграли свои матчи, на 2 встречи опережают Интер. 15-й тур номинально, фактически 14-й. Напомню, что не сыгранный первый тур из-за забастовки будет проведен 21 декабря в Италии. Ждем хорошей игры, ждем большого противостояния. Все-таки Интер-Фиорентина — это вывеска, какие бы места команды не занимали на данный момент в турнирной таблице. Ну и участники сегодняшней встречи, и тренеры, и игроки тоже всячески подогревали интерес к матчу. Альберто Джелардино, нападающий Фиорентины, сказал, что он просто уверен, что Фиорентина в состоянии добиться позитивного результата в этой игре. Отметил победу над Ромой, которая существенно укрепила дух футболистов Фиорентины, и пообещал, что без страха он, Джелардино, и его партнеры выйдут на поле стадио Джузеппе Меацца. Действительно так, без страха, но и без Стефана Йоветича. Нет его сегодня даже в запасе, и, видимо, какое-то повреждение получил черногорец, и сегодня он не помощник своей команде. Йоветич только недавно вернулся после повреждения, провел великолепный матч против Ромы, который Фиорентина выиграла 3-0, и Йоветич забил один из 3 мячей с 11-метрового. Кроме него отличились Гамберини и Силва, также с пенальти. Так вот, Йоветич провел отличную игру, был признан итальянским телевидением игроком недели в серии А, а сегодня он на поле, увы, не появится. У Интера зато вернулись 2 бразильских защитника. В центре обороны сыграет Лусио. С правого фланга будет действовать Майкон. Они тоже довольно много пропустили. Ну и 4-4-2. Вот такую расстановку решил использовать сегодня Клаудио Раньери. Так же, как и в предыдущем матче против Удинезе, так же, как и в матче против ЦСКА. Не секрет, что Раньери сторонник именно такой вот тактической модели. Ну и 4-3-1-2. Так, наверное, можно охарактеризовать сегодняшнюю расстановку Фиорентины. Все мы с вами еще увидим на поле. Посмотрим, насколько подтвердит реальность наши предвкушения и ожидания. Ну а пока команды появляются из-под трибунных помещений и выходят на поле Джузеппе Меацца. Паоло Тальявенто, главный судья сегодняшней встречи, на ваших экранах в центре. Ну и традиционная церемония приветствия команд. Фиалковая расцветка на форме Фиорентины сегодня по минимуму присутствует. Ну а так, видите, выездной вариант формы желтая. Итак, состав Интера можете понаблюдать и запомнить, кто на каких позициях выйдет. Снова справа сыграет молодой Марко Фараони. Слева отведена роль Филиппе Каутиньо. 2 опорника, Тиаго Мотта и Камбьясо. Это тоже читаемо. Ну а, как видите, Дэна Станковича нет даже в запасе. У Интера нет сегодня и Хавьера Санетти. Санетти в предыдущем туре в матче против Удинезе получил свою первую красную карточку в серии А за 17-летнюю карьеру здесь, в итальянском чемпионате. И вот он сегодняшний матч пропускает. Кроме него не сыграет также Кристиан Киву, другой защитник. Он травмирован. Уэсли Снейдер восстановился, но пока не набрал форму. Снейдер в своем твиттере написал сегодня: «Я скоро вернусь в строй и буду играть сильнее, чем когда-либо». Ну, это еще нужно подождать. Состав Фиорентины на ваших экранах. Ну, нам предлагают 4-4-2, такой же вариант, как у Интера. Скорее всего, так и будет. Мунари и Лацари в центре. Видите, Адем Льяич займет позицию в атаке вместо Стефана Йоветича. Варгас и Берхрами на флангах. Ну и традиционный вариант четверки защитников у команды, которую теперь тренирует Делио Росси. Его визави Клаудио Раньери на ваших экранах.
Раньери признался, что не ожидал, что Интер окажется в подобной ситуации. Он сказал, что большие победы остались позади и образно высказался. Сказал Раньери: сейчас мы словно идем против ветра. Вот такая вот характеристика положения своей команды. В обеих командах сменились тренеры по ходу чемпионата. Начинали Гасперини с Интером и Михайлович с Фиорентиной. Ну и теперь Клаудио Раньери тренирует Интер и Делио Росси наставник Фиорентины. Юта Нагатомо, левый защитник Интера, занимает свою позицию, а судья дает стартовый свисток. Игра началась. Составы команд давайте еще раз озвучим. Интер: Жулио Сезар в воротах под первым номером, в обороне 25-й Вальтер Самуэль и 6-й Лусио. Это пара центральных защитников. Слева Юта Нагатомо 55-й, справа Майкон под номером 13. Полузащита: Эстебан Камьясо 19-й и Тиаго Мотто 8-й. Это два опорных полузащитника. Слева Филиппе Каутиньо 29-й, справа Марко Давиде Фараони под номером 37. И два нападающих: Диего Милито 22-й и Джанпаоло Пацини под 7-м номером. Клаудио Раньери тренирует Интер. Состав Фиорентины: Артур Боруц в воротах под первым номером, в обороне 14-й Чезаре Натали, 5-й Алессандро Гамберини, 23-й Мануэль Паскуаль и 29-й Лоренцо де Сильвестри. Средняя линия: Андреа Лацари 21-й, Джанни Мунари 20-й, два опорника: Хуан Варгас под номером 6 слева, Валон Бихрами под номером 85 справа. И два номинальных нападающих: Альберто Джилардино 11-й номер и Адам Льяич под номером 22. Напомню, Пауло Тальявенто судья сегодняшней встречи, ваш комментатор Олег Пирожков. Гости с мячом будут водить его из-за боковой на чужой половине поля. Пропустил Варгас мяч под ногой. Оказалось, что последним коснулся его игрок команды гостей. Лусио с мячом. Нужно действительно войти в игру. Нужно как следует почувствовать тонус игровой. Все-таки из-за травмы Лусио пропустил довольно много времени. Сегодня очень опытная пара центральных защитников у Интера: Лусио и Самуэль. Бразильско-аргентинская связка. Ну а Андреа Ранокья остался в запасе. Нагатомо. Пас вперед. Здесь головой играет Гамберини. Де Сильвестри. Джанпаоло Пацини и Диего Милито не забили на двоих ни одного мяча в домашних матчах Интера этого сезона. И об этом говорил Клаудио Раньери. И сказал, что именно Пацини и Милито нуждаются, как никто другой, в поддержке болельщиков. Вообще на болельщиков своих Интер уповает в сложной ситуации команды. И сейчас как никогда ей действительно важно ощутить крепкое плечо. Важно ощущать, что собственные болельщики от нее не отворачиваются и готовы поддерживать до победного конца. Бехрами с мячом. Фиорентина идет в атаку. Джилардино. Положение вне игры. Чуть-чуть раньше, чем нужно было, рванулся 11-й номер Фиорентины и попал в офсайд. Делио Росси, рассуждая о сегодняшнем матче, сказал, что, разумеется, Интер сейчас переживает трудное время, но, как отметил Росси, у этой команды есть чемпионский дух и гордость. Вот Росси на ваших экранах. Росси надеется, что его футболисты не позволят себе расслабиться в сегодняшнем матче. Ну и понятно, что победа над Ромой, крупная победа, прибавила им оптимизма, но она не должна вводить в эйфорию опытных игроков Фиорентины. Самуэль с мячом. И хорошая передача в штрафную. Здорово сейчас сыграл Каутиньо. Бросил в прорыв Пацини, но тот не сумел переиграть вратаря. Отличный пас, вы видите, молодой бразилец сделал. В коридор как раз между двумя центральными защитниками врывался Пацини, но удар толком нанести не смог. Так только ткнул мяч в направлении ворот, и Боруц без особого труда с этой задачей справился. Паскуаль. Пас вперед. На первых минутах Фиорентина старается отвечать атакой на атаку и не окапывается на своей половине поля. Лишь в третьем матче под руководством Делио Росси в чемпионате Италии Фиорентина наконец-то сумела забить. И пусть 2 из 3 мячей в ворота Ромы влетели ударами с 11-метровой отметки, все равно это хорошая крупная победа. Выбивает мяч за пределы поля Джанни Мунари. Нагатомо из-за боковой. Каутиньо. Нагатомо. Подача в штрафную площадь. Не слишком удачно сыграл Натали, но все-таки сумел отбить мяч. Удар Нагатомо. Мимо ворот.
не часто позволяет себе вот подобные вещи Юта Нагатомо. Обычно он нацелен на прострел, на игру в пас, на навесы в штрафную. Но вот сейчас решил сам пробить и сделал это не лучшим образом. Боруц от своих ворот вводит мяч в игру. Коутиньо. Милито. Убирает мяч под себя. И удар Диего Милито. Рикошет. И мяч уходит на угловой. Интер уже предъявил свои намерения в сегодняшнем матче. Третья очень неплохая атака. Очередной удар по воротам. Каждую пока свою вылазку атакующую интеристы завершают ударами. Это показательно. Камбьясо будет подавать угловой. Навес в штрафную. Мяч выбит. Постарался Мунари. И сразу Льяич вступил в борьбу и нарушил правила в противостоянии с Нагатомо. Майкон. Фараони. Нужно развернуться Диего Милито. Пока соперник никак не дает этого сделать. В прошлом туре, я говорил, Интер проиграл Удинезе со счетом 0-1. Команда оказалась на 16-й строчке в таблице. Ну и два поражения, на самом деле, подряд потерпел Интер. Был еще и проигрыш ЦСКА в матче Лиги Чемпионов со счетом 1-2. Но там команда Клаудио Раньери уже досрочно себе гарантировала выход с первого места в плей-офф. И сыграет в 1/8 финала. Атака Фиорентино на Джелардино. Передача. Преследует его Майкон. И овладевает мячом мощный бразилец. Хладнокровно очень действует. Фараони. Майкон. Перехватили мяч гости. Варгас. Обыгрывает Майкон. И тут как тут Марко Фараони страхует своего более опытного партнера по команде. Нарушение правил. Перестарался Чезаре Натали. Бехрами. Варгас. Натали. Перевод на правый фланг. Пас Мунари вперед. Камбьясо. Серия взаимных неточностей. Фиорентино по-прежнему пытается организовать массированную позиционную атаку. Бехрами по правому флангу подключается, но его опережает Самуэль. Красиво сыграл сейчас Бехрами. Льяич. Там никого нет в той зоне, куда делал передачу Валон Бехрами. В прошлом сезоне Интер дважды победил Фиорентину со счетом 2-1 в гостях и со счетом 3-1 дома, здесь на стадио Джузеппе Меаццо. Ну и вообще стоит сказать, что в последние 9 лет Интер неизменно побеждал Фиорентину дома. Так что вот такая позитивная статистика для черно-синих в противостоянии с этим соперником. Но, с другой стороны, Интер выиграл лишь 2 из 6 домашних матчей в этом сезоне. Довольно неубедительную игру команда показывает. И понятно, что любая статистика, она хороша как информация к размышлению. Но на поле играют живые люди. И все может произойти совершенно не так, как видится в предматчевых раскладах. Филиппе Коутиньо с мячом. Камбьясо. Нагатомо. Подача в штрафную. Выносит мяч головой Гамберини. Нагатомо. Продолжает Интер атаковать. Еще один навес. Опасно. Пацини! Задел только мяч макушкой, но пробить головой не сумел. Отметим очередной навес от Юта Нагатомо. Очень адресная передача. И не зря ему аплодировал партнер.
Варгас упустил мяч за боковую линию. Майкон выбрасывает. Камбьясо, Тиаго Мотта. Тиаго Мотта не играл против ЦСКА, дал ему отдохнуть Раньери. Ну а сейчас контратака Фиорентины. Льяич пытался обыграть Лусио, но не смог это сделать. Бехрами лежит на газоне и, похоже, он получил травму. За лицо держится. Дель Росси постоянно ходит взад-вперед, но это его привычная манера наблюдать за игрой. Вот еще раз посмотрим. Принял так по-хоккейному соперника Самуэль и, видимо, ударил его в челюсть. То ли плечом, то ли головой. Так получилось. Ну, в общем, Бехрами пришел в себя, оклемался и готов продолжать матч. Опытный футболист, видите, в серии А он дебютировал еще в 2005 году. Бехрами ошибается с передачи. Пацини. Джилардино. Поперечная передача с левого фланга. Варгас достанет этот мяч. Успел, дотянулся и оставил мяч в поле. Нет, все-таки упустил. Может быть, в полете мяч уже пересек боковую линию. Лусио. Самуэль. Нагатомо. Закрывает свою зону Де Сильвестри. И к тому же там был офсайд у футболиста Интера. Без малого 12 минут команды сыграли 0-0 в этом матче. Кстати говоря, положения вне игры у Диего Милито не было. Там один из двух центральных защитников слишком задержался на своей позиции и создал глубину атаки для Интера. Так что перестраховался линейный судья. Нагатомо. Пас Камбьясо. Бежит Пацини. Плечом оттирает Натали. Оттянулись в большом количестве уже футболисты Фиорентины на свою половину поля. Но и Интер также большими силами атакует. Удар по воротам. Нагатомо. Вторая попытка. Ну, даже похуже, чем первая получилась. Свалился мяч с ноги и ушел далеко-далеко в сторону от ворот. Если Интер играл в Лиге чемпионов, то Фиорентина выступала в 1/16 финала Кубка Италии. И после победы дома над Эмполи со счетом 2-1 вышла в 1/8. Алессио Черчи забил 2 мяча в той игре. Ну и вот я смотрю, что сегодня Черчи, так же как и Юветича, нет даже среди запасных Фиорентины. Фараони вперед отправляет мяч. Милито поборолся. Здесь Бехрами. С нарушением правил был отобран у него мяч, и арбитр тут же дал свисток. Да, Тиаго Мотта, безусловно, в голеностоп сыграл, а не в мяч. Диего Форлан на ваших экранах. Пока он залечивает травму, но, скорее всего, в ближайшее время сможет приступить к полноценным тренировкам и появится в составе Интера. И вот любопытно, я посмотрел, рядом с ним был Андреа Ранокья в цивильной одежде. И действительно, Ранокья сегодня нет даже в резерве. Еще одна любопытная вещь. Напомню, что пару центральных защитников составляют Лусио и Самуэль. Как резервный центральный защитник заявлен Иван Кордоба на этот матч, а Ранокья смотрит игру со стороны.
Майкон будет подавать с правого фланга. Назначен штрафной в сторону ворот Фиорентины. Подача Майкона. Бехрами играет головой. Лусио. Коутиньо. Прорывается в штрафную Коутиньо, но Бехрами не дал ему сделать точную передачу. Преимущество Интера, несомненно, в стартовый отрезок матча. Фиорентина бодро провела первые 4-6 минут, ну а затем вынуждена большими силами обороняться. Неточная передача на Коутиньо. Он большой объем работы проделывает, много двигается, предлагает себя постоянно на старте этой игры. Паскуаль. Лиэйч. Снова Паскуаль. Варгас. Пошел вперед Лацари. Его игра подвергалась критике со стороны журналистов и болельщиков. Но вот в этом матче Лацари вышел в стартовом составе, хотя немногие предполагали, что он окажется в числе первых 11. Интер в атаке. Пацини не смог развернуться с мячом. Гамберини. Варгас. Неточный пас Паскуаля. И с мячом Лусио. Раньери говорил, что он вынужден вносить тактические коррективы в игру команды в связи с нехваткой нужных игроков. Но постепенно лазарет Интера пустеет. И самое главное — дождаться возвращения в строй Снейдера. Действительно, от него очень многое зависит в организации и завершении атак черно-синих. Но оборона постепенно приобретает привычный вид. Вот видите, и Лусио вернулся. Майкон сегодня также после длительного довольно перерыва вышел на поле в матче серии А. Так что постепенно жизнь у Интера вроде бы налаживается. Посмотрим, как будет с очками. Опасный момент. Нужно быстрее было выбивать мяч. И с этим защита гостей справилась. Майкон показывает, что он не нарушал правил. Тиаго Мотта. Навес. Лусио. Скидка. Пытался то ли пробить, то ли сбросить мяч на Диего Милито. Джанпаоло Пацини. Ни того, ни другого не получилось. Артур Боруц вводит мяч в игру. 0-0 в матче Интер-Фиорентина. 15-й тур серии А. Интер принимает соперников на стадио Джузеппе Меацца. Бехрами. Видимо, не посмотрел как следует влево. Там только соперник был. Коутиньо мяч перехватил и сразу отпасовал вперед на Диего Милито. Милито с мячом довольно легко помешал ему продвинуться дальше Бехрами. Паскуаль. Лиэйч. Бехрами. Лацари. Лацари играет ближе к чужим воротам, ну а Джанни Мунари располагается чуть глубже. Я имею в виду игру двух центральных полузащитников Фиорентины. Бехрами тоже в центре. Большую часть матча проводит. Сейчас Варгас нарушил правила в борьбе с Марко Фараони. Фараони постепенно закрепляется в составе Интера. И вот уже и в старте выходит второй матч подряд. Здесь, безусловно, было нарушение правил.
Снова Лусио в чужой штрафной. Там же другой центральный защитник Интера Самуэль. Навес Майкона. Удар поворотом Лусио пробил. Все сделал Бехрами, чтобы помешать защитнику Интера нанести точный удар. Хотя, вот видите, сам немного пострадал. За ухо держится. Локтем соперника оттолкнул Нагатомо. Компенсировал свой невысокий рост высоким прыжком. Но чуть-чуть перестарался в борьбе с Джани Мунари. Я говорил, что не самая выдающаяся статистика в текущем сезоне у Интера в домашних матчах, но Фиорентина на выезде выступает еще хуже. 3 последних матча проиграны, в них забит всего лишь 1 мяч. Ну и вообще Фиорентина не одержала ни одной победы в гостях со старта сезона, то есть в 6 матчах ни разу на выезде не выиграла. Сложно, конечно, Делио Росси подхватывать эстафетную палочку в разгар сезона. Но он тренер опытный, и его рука сразу была ощутима в действиях Фиорентины. Ну, чуть ли не с первого матча, когда очень надежно и солидно Фиорентина отоборонялась. Отыграла вторым номером дебютный для Делио Росси матч против Милана, против чемпиона страны. Варгас. Довольно грубо сыграл в Фараоне. Просто поймал на бедро Мануэля Паскуаля. 9 фолов, не так много за половину тайма. Ну, где-то такая средняя норма выходит. Пацини. Милито слева. Каутиньо врывается в штрафную по центру и далеко от себя отпускает мяч. Варгас здорово мяч принял. Партнеры в офсайде были, нельзя было пасовать. Варгас это понял. Льяич. Пас вперед из линии обороны на Джилардино, но чуть не точно. Стараются Льяич и Джилардино. Но пока ни тому, ни другому не удалось ни разу угрожать воротам, которые у Интера сегодня защищает Джулио Сезар. Против ЦСКА в Лиге чемпионов Раньери дал отдых не только паре полевых игроков, но и вратарю играл Лука Кастеллацци. Середина первого тайма. Де Сильвестри пасует вперед. Льяич проиграл верховую борьбу Самуэлю, и аут будут выбрасывать гости. Лацари. Камбьясо. Тиаго Мотта. И Самуэль. Льяич пасует на правый фланг. Получает мяч обратно от Мунари. Лацари. Подключается Паскуаль. Подача в штрафную. Самуэль сделал шаг вперед и оставил за спиной Джилардино, и первый поспел к мячу. Варгас попытается, может быть, заработать угловой. Нет, назад мяч отбрасывает. Здорово. Паскуаль. Не просто выбил мяч, а сделал головой передачу Самуэль на Диего Милиту. И разворачивается контратака Интера. Пацини с мячом по месту правого инсайда приближается к штрафной площади. Нет, не стал рисковать. Подождал Майкона. И хороший пас. Пацини в штрафной.
Не повезло Пацини в прошлом туре. При счете 0-1 за минуту до конца встречи с Удинезе он бил пенальти, поскользнулся и направил мяч гораздо выше ворот. Пацини, кстати, сказал, что ближайшие 4 матча, которые ожидают Интер, будут определяющими в этом сезоне. И пообещал, что он и его партнеры отдадут в этих играх все силы. И отметил, что команда очень поддерживает Клаудио Раньери. Это важно, чтобы было единство между игроками и тренером. А Раньери, в свою очередь, в интервью выразил благодарность Массимо Моратти за то, что тот с пониманием относится к ситуации и всячески тоже поддерживает его и футболистов. И ни в коем случае не давит, не создает излишнюю нервозность. Раньери вообще сказал, что Интер действительно находится в сложном положении, но он бы не стал называть это кризисом. Вот так вот высказался тренер. Варгас пасует вперед. Джелардино. Льяич. И налево можно было сделать передачу, но не посмотрел даже туда Мунари. А Варгас-то был свободен. Здесь Лусио контролирует ситуацию и дает мячу уйти за пределы поля. Адам Льяич в прошлом сезоне при Михайловиче в роли тренера играл почаще. Ну вот сейчас пробиться в состав ему труднее стало. Но сегодня вынужденные обстоятельства привели к тому, что Дель Росси остановил свой выбор в атаке на Льяиче как партнере Альберто Джелардино. Лусио с мячом. Майкон. Милито. Передача в штрафную. Камбьясо. Каутиньо. Грудью мяч останавливал Гамберини. Арбитр был совсем рядом и имел возможность верно оценить эпизод. Лусио. Фараони неплохо сыграл, но вот чуть-чуть сильно отдал мяч и не в шаг, что называется, Майкону. Ну, пока чувствуется, Майкон еще не набрал своей оптимальной формы, хотя постепенно акцент на правый фланг в своих атаках Интер переносит. И мы все чаще видим бразильца, подключающегося вперед, пока КПД его действий не слишком высок. Вот поэтому я и говорю о том, что до лучшей формы ему еще далеко. Но через игры, через практику только так можно эту форму набирать. Я думаю, что долго процесс реадаптации у Майкона не затянется. Фараони подключается справа и зарабатывает угловой для Интера. «20 лет всего лишь Марко Фараони. Самый молодой среди игроков Интера, заявленных на эту встречу. Но, прошу прощения, Люк Кастаньос все-таки помоложе. Молодой голландец, нападающий сегодня в резерв. Вот Кастаньосу 19 лет. Бехрами выбивает мяч за пределы штрафной. Лусио. Тиаго Мотта. Пас перехвачен. Майкон. Подача в штрафную. Спокойно выходит Боруц. У него здесь не было конкурентов. Никто из футболистов Интера даже не попытался побороться за этот верховой мяч. Филейной частью тела сыграл Самуэль. Мяч у гостей. Лацари пасует направо и ошибается. Льяич пошел куда-то поперек поля. Мунари. Варгас. Варгас лучший ассистент Фиорентины. 3 голевые передачи на его счету. И бьет Варгас. Выше, чем нужно. Взял перуанец, и мяч просвистел над перекладиной. Фараони сыграл на опережение. И спокоен, как удав Лоренцо де Сильвестри. Попросту и без затей сыграл, сбросив мяч вратарю. Гамберини.
Тиаго Мотта. Нет офсайда. Задержался Натали. Интер атакует. Пацини. И Мунари с мячом. Ответ Фиорентина. Джилардино по центру. Входит в штрафную. Пока мяч на правом фланге. Лияич. Подача на Джилардино. Техничная остановка. Лусио плотно играл с Джилардино и не позволил тому сделать сразу точную передачу в штрафную. Лацари подает. Попытка пробить в исполнении Бехрами. Мяч у Диего Милито. Продолжается атака. Арбитр не стал свистеть. Мяч остался у Интера. Пацини. Милито пасует на Каутиньо. Он сместился вправо. Филиппе Каутиньо с мячом входит в штрафную. Каутиньо. Удар. Боруц мяч отражает. Настоящий реальный голевой момент. Но как пробил Фараони, вы видели. Но его счастье, мяч задел кого-то из соперников и значит будет угловой. Да, Филиппе Каутиньо сейчас вполне мог открывать счет. Как стоячего обыграл Гамберини и мощно пробил в дальний угол. Угловые с левого фланга свои атаки подают хозяева. Варгас не дотянулся до мяча. Лусио. Лусио технично, но подает за ворота. Лусио активно при стандартах себя ведет, постоянно подключается в чужую штрафную. Но вот сейчас не лучшим образом сыграл. Еще раз рывок Каутиньо и его удар, непростой удар для вратаря. Каутиньо уже открыл счет своим голам в этом сезоне несколько недель назад. Ну а вообще лучший снайпер Интера на данный момент это Диего Милито. Всего лишь 3 забитых мяча, но больше, чаще него никто в составе черно-синих не отличался. Неточный пас Бехрами. Камбьясо. Каутиньо. Пас на Милито. Снова Каутиньо слева. Против него Де Сильвестри. И рядом Бехрами. Камбьясо один. Бить не стал. Делал передачу в штрафную. Джилардино. За это можно и желтую карточку получить. Тем более, что со стороны Тиаго Мотта это не первое нарушение сегодня. Но пока либерален Пауло Тальявенто. Устным внушением ограничивается. Ну и говорит, что еще раз и больше ни разу. Не дотягивался до мяча Тиаго Мотта и, в общем, откровенно сбивал соперника. Лусио. Фараони. Поскользнулся. Вообще газон влажный и довольно часто падают футболисты, что называется, на ровном месте. Камбьясо. Каутиньо. Нагатомо подключается. Пас Камбьясо в свободную зону. Милито. Он уже в штрафной. Нагатомо! Нагатомо! Нет. Поля не хватило. Хотя казалось, что почти обыграл, прошел уже вратаря. Активно сейчас вновь сыграл левый защитник Интера. Угловой. Навел порядок в штрафной Пауло Тальявенто. И теперь можно подавать.
навес. Выходит Боруц, хорошо играет кулаками. Фараони. Дальний удар. Это уже лучше, чем было 3 минуты назад в его же исполнении, но все равно не точно. Марко Фараони на ваших экранах. Здесь тонко сыграл Милит. Он вроде бы смотрел вправо, а мяч отдал на подключавшегося Нагатому. По количеству ярких моментов у чужих ворот Интер, конечно, превосходит Фиорентину. И были уже реальные голевые шансы, но пока они не реализованы. Мунари. Красиво, как сыграл Джелардино, но Лусио прочитал его замыслы. Льяич. И снова хорош Лусио. Игровая ситуация привела его на левый фланг, и там центральный защитник Интера действовал безупречно в отборе. Льяич. Назад можно сыграть. Он продолжает упорно бодаться. Пытается проломиться там сквозь стену игроков Интера. Не получилось. Самуэль с мячом. Майкон набирает скорость. И ему как раз последовала передача. Но Варгас, красавец, вернулся назад и перехватил мяч. Пытается Варгас обыграть Фараони. Но ничего у него не получается. Меньше 10 минут до окончания первого тайма. В Милане на стадию Джузеппе Меацца Интер принимает Фиорентину, и пока счет в этой встрече 0-0. Мунари. Неточная передача. Нагатомо. Рукой себе мяч подыграл все-таки маленький японец, и судья заметил это. Да, вот видите, еще раз. Ну, конечно, здесь пусть не нароком, не намеренно, но Нагатомо руку задействовал. Варгас ушел от Майкона и получил от того по ногам. Желтая карточка. Первая в сегодняшнем матче. Ее получает правый защитник Интера Дуглас Майкон. Мы говорили о том, что Интер понес потери в составе, рассуждали о его проблемах. Но и Фиорентина, видите, потеряла ряд ведущих игроков перед сегодняшним матчем. И Йоветича нет, и Черчи нет, и нет Рикардо Монталиво. Бывший капитан Фиорентины получил повреждение мышц бедра на тренировке и пропустит от 7 до 10 недель. Так что и в следующем туре, скорее всего, без Монталиво придется обойтись Делио Росси. Два человека прикрывают ближний угол. Милито и Каутиньо. Варгас у мяча. И 6 игроков Фиорентины в чужой штрафной. Льяич подавал, подкручивая мяч. Удар по воротам Де Сильвестри. Супер дальний выстрел. Сродни трехочковому броску в баскетболе, но в сторону от ворот получилось. Майкон. Набирает скорость Фараони. Майкон в центр штрафной делает передачу. Пацини. Попытка с лету пробить. Красиво. И задумано было, и выполнено, но мяч попал. Не совсем хорошо лег на голеностоп Пацини и прошел мимо ворот. Мне казалось, что там защитник его все-таки задел. Ну да, вот и Делио Росси показывает, что было касание. Но углового Тальявенто не назначил. Первый тайм проходит с преимуществом Интера, и оно довольно ощутимо, если брать моменты и полумоменты. А что касается владения мячом, то 54 на 46%. Здесь
ситуация в пользу хозяев, в пользу команды Клаудио Раньери. Льяич. Помог ему Бехрами. Мунари. Мунари стал чаще подключаться вперед, начиная где-то с середины тайма. Фараони с мячом. Пытается его догнать Варгас. Противостояние, которое наметилось уже на этом фланге. И ошибается Марко Фараони. Отдал неточный пас. Назад играет Лацари. Это опасно. Боруц должен был выйти. И он это сделал. Пацини. Сложно было укротить такой мяч. Но буквально из ничего чуть не возник опасный момент у ворот Фиорентины. Майкон из-за боковой. Тиаго Мотта. Снова Майкон. Ильяич. Нет, довольно легко обыграл его Диего Милито. Забрал мяч. И снова Интер начинает осаду ворот соперника. Нагатомо. Камбьяссо. Тиаго Мотта. Филиппе Каутиньо. Пас в направлении Пацини. Опасно! Пацини! Гол! Джанпаоло Пацини открывает счет. Сдержанная радость, так скажем, на лице нападающего Интера. С острого угла сумел переиграть голкипера и отправил мяч в сетку. 1-0. Интер на исходе первого тайма вышел вперед в матче против Фиорентины. Джанпаоло Пацини, автор забитого мяча. Еще раз посмотрите, оторвался от защитника. Боруц здесь выскочил. А надо ли было это делать? Хороший пас Каутиньо. Оставался бы на месте Артур Боруц, и, наверное, ничего бы страшного не произошло. Все-таки тянулся к мячу Пацини, и Натали был тоже рядом. Не дал бы, наверное, Пацини обработать мяч и пробить с правой ноги. Ну а так вот получилось, что вратарь выскочил и был переигран Джанпаоло Пацини. Не так первый гол Пацини в домашних матчах чемпионата Италии в нынешнем сезоне. Видите, поддержка болельщиков сыграла свою роль. То, к чему призывал Клаудио Раньери. Интер забил очень важный мяч. Важный до перерыва, чтобы уйти на отдых в хорошем настроении, чтобы предоставить сопернику уже ломать голову над тем, как исправить ситуацию. Лусио с мячом. Нагатомо. Милито. Спиной к воротам мяч принимал. Самуэль играет в центр поля. Здесь Лусио. Пас Майкону. Камбьяссо. Создал численное преимущество на фланге и помог партнерам. И Лусио переводит мяч на Юто Нагатомо. А это Филиппе Каутиньо. На самом деле он впереди, Нагатомо чуть позади остался. Тиаго Мотта. Хорошо. И Гамберини зачищает центральную зону перед воротами. Опережает соперника. Самуэль. Каутиньо. Милито. Варгас. Пацини нарушал правила. Очень заряжен на борьбу Джанпаоло Пацини. Это проявилось и в этом эпизоде. Еще ярче это проявилось в эпизоде с забитым мячом. Там Пацини просто образцово сыграл именно так, как должен действовать настоящий нападающий, располагающийся на острие атак своей команды. Настоящий завершитель. Адам Льяич на ваших экранах. Молодой серб. Минута остается до окончания основного времени первого тайма. Самуэль. Лацари назад. Натали. Ну, конечно, Натали должен разделить с вратарем Боруцем вину за
пропущенный мяч. Безусловно, в том эпизоде он мог сыграть и понадежней, но дал юркому Пацини обхитрить себя. Опережает Гамберини Филиппе Каутиньо. Гамберини первым поспел к мячу, но так резко рванулся, что получил повреждение. А вы знаете, это не Гамберини, это на самом деле Лоренцо де Сильвестри. Вот он оказался там рядом, но Гамберини все четко сделал. Видите, захромал чуть раньше до этого эпизода де Сильвестри. И все, первый тайм завершен, не стал ничего добавлять судья. 1-0 после первой половины встречи. Интер выигрывает у Фиорентины. Напомню, на 41-й минуте в концовке первого тайма счет открыл Джанпаоло Пацини, использовав ошибку защитника Натали и выход из ворот вратаря Боруца. 1-0 в пользу Интера. Уходим на перерыв. Имел очень неплохой момент еще при счете 0-0, но тогда Боруц сыграл просто феноменально и отбил сильный удар в дальний угол. Но вот ближе к концу первого тайма все-таки использовал свой шанс Филиппе Каутиньо. Великолепную передачу, еще раз повторю, отдал на Пацини. Ну и уже во вторую очередь можно говорить о том, что там неудачно сыграл защитник Натали и не лучшим образом действовал голкипер. Все-таки самое главное — это великолепный пас Каутиньо и расторопность вот этого человека Джанпаоло Пацини. Благодаря им Интер ведет в счете со счетом 1-0. И начинается второй тайм. По-моему, замен никаких в перерыве сделано не было. Хотя Солифу очень активно разминался у Фиорентины. И, наверное, мы его по ходу второго тайма обязательно увидим на поле. Клаудио Раньери на ваших экранах пока не позволяет себе особо радоваться. Сосредоточен, привычный, где-то даже хмуроват. Ну а второй тайм начинают с центра поля гости. Их состав я и представлю. В первую очередь Артур Боруц в воротах Фиорентины под первым номером. В поле в обороне 14-й Чезаре Натали, 5-й Алессандро Гамберини, 23-й Эммануэль Паскуаль и 29-й Лоренцо де Сильвестри. Средняя линия: Андреа Лацари, 21-й, Джанни Мунари, 20-й, Хуан Варгас, 6-й и Валон Бихрами под номером 85. И два нападающих: Альберто Джелардино, 11-й номер, и Адем Лияич под номером 22. Интер: Жулио Цезар в воротах под первым номером. Оборона: 25-й Вальтер Самуэль, 6-й Лусио, 55-й Юта Нагатома и 13-й Майкон. Полузащита: Эстебан Камбьясо, 19-й, Тиаго Мотто, 8-й, Филиппе Каутиньо, 29-й и Марко Давиде Фараони под номером 37. Два нападающих: Диего Милито, 22-й номер, и Джанпаоло Пацини, 7-й. Майкон с мячом. Фараони пытается обыграть защитника. Майкон. Продолжается атака Интера. Хороший пас. Опасно как! Милито не успел к мячу буквально на долю секунды. Вот такая вот резкая фланговая атака удалась хозяевам. И не последнюю роль в этом эпизоде сыграла настойчивость молодого Фараони. Нагатомо. Каутиньо. Лусио с мячом. Рывок Милито. Заметил его Лусио и тут же отдал пас. Милито. Фараони. Смещается к центру. Фараони. Удар по воротам. Принял мяч на себя защитник Гамберини. Каутиньо. Забегает Нагатомо слева. И Каутиньо выбил мяч за пределы поля, потому что увидел, что травму получил Фараони. Держится за лицо. Столкнулся с соперником. Давайте еще раз посмотрим. Бихрами преследовал Фараони, а потом, вот видите, он налетел буквально на плечо Гамберини. И вот именно это столкновение стало неприятным для молодого полузащитника Интера. Фараони, в принципе, может играть и чистого защитника, но вот в основном в средней зоне его использует, в средней линии тренер в тех матчах, где доверяет ему место на поле.
Интер продолжает вести селекционную работу. Вот недавно появилась информация о том, что черно-синие нацелились на приобретение 20-летнего бразильского защитника Жуана из Интернационале из Порту-Алегре. Травмы действительно выбивали сразу нескольких ведущих игроков обороны из строя, и приходилось кроить ее состав. Рвется Нагатомо, Нагатомо! Гол! И снова нерасторопность полевых игроков и вратаря Фиорентины привела к тому, что Интер забивает. Нагатомо сам, по сути, ничего и не сделал. Он просто жестко поставил ногу, мяч отскочил в него и срикошетил в сетку. 2-0. Интер на 49-й минуте увеличивает преимущество в матче с Фиорентиной. Еще раз посмотрите. Казалось бы, опасность миновала, и Нагатомо вроде бы уже выключался из эпизода. И вот так вот неудачно сыграл Мануэль Паскуаль. Именно от ноги Паскуаля мяч попал в Нагатомо и срикошетил мимо ошеломленного Боруца в сетку ворот. Да, в сложном положении Фиорентина. Отыгрывать нужно 2 мяча. В составе отсутствует целый ряд лидеров. И такие вот чудеса в решете творятся перед воротами Боруца. По сути, второй мяч привозят себе гости. Но и этот привоз, вот в случае с голом Нагатомо, даже еще более яркий получился, нежели первый в случае с Пацини. Камбьясо. Нагатомо. Оттер соперника от мяча Милито, получил по ногам. Ну а его обидчик Алессандро Гамберини получает желтую карточку. Так что по предупреждениям счет у нас сравнялся 1-1. И видите, Бехрами уже практически отодвинул от мяча Нагатомо. И тут не кстати подоспел другой защитник Мануэль Паскуаль. Прибежал со своего левого фланга помочь партнерам и в итоге напомогал, так что счет стал 2-0. Милито пока оказывают помощь. Нужно будет ему покинуть поле, по крайней мере, на время. Довольно высокую результативность Милито показывал в серии А до предыдущего сезона. Вот когда он большую часть времени лечился, либо находился в запасе. А в этом сезоне 3 гола в активе Диего Альберто Милито в матчах серии А. И, как мы и предполагали, замена последует в составе Фиорентино, но чуть позже, пока гости обороняются. Бехрами. Мунари. Мунари отталкивал соперника. Салифу, о котором я вам говорил, которого нам показывали в перерыве довольно долго, он выходит на поле вместо Джанни Мунари, Амиду Салифу под 17-м номером. Некоторые издания планировали его увидеть в стартовом составе сегодня, но вот сделал выбор в пользу Мунари. Делио Росси, а теперь произвел рокировку. Интер продолжает атаковать. Каутиньо. Хорошая передача, игра в стенку. И Каутиньо не устоял на ногах в борьбе с Андреа Лацари. Варгас. Варгаса не видно пока в начале второго тайма. Интер не отдает инициативу и продолжает активно атаковать, как он делал это в первом тайме. Сейчас соотношение ударов по воротам 14-3 в пользу хозяев. И счет 2-0 в их пользу.
Напомню, Пацини в первом тайме и Нагатомо во втором отличились. Нагатомо с мячом. Тиаго Мотта. Неточная передача в направлении Каутиньо. Салифу. И Бехрами. Бехрами приближается к штрафной и, пожалуй, поторопился делать пас. Мог еще продвинуться вперед сам. Нагатомо. Камбьяссо. Тиаго Мотта чуть-чуть опередил его соперник. Варгас сместился в центр. Бехрами. Салифу. Де Сильвестри. Лацари. Навес в штрафную площадь, и здесь головой играет Вальтер Самуэль. Борьба за мяч, и хотя здесь больше было игроков Фиорентины, самым расторопным оказался их соперник Эстебан Камбьяссо. Лацари на Де Сильвестре играет. Нужно аккуратно здесь действовать, потому что прессингует Интер и того и гляди отберет мяч. 10-я минута второго тайма. 2-0. Хозяева впереди. Пас Камбьяссо в направлении Диего Милито. Но на этот раз надежно сыграл Натали. Де Сильвестри с мячом. Лацари. Паскуаль слева подключился в атаку. Салифу с мячом. Пас штрафную. Опасно. Джелардино! Хороший был момент для того, чтобы сократить разрыв в счете. Острый пас Салифу. Но длинная нога Лусио помешала Джелардино нанести удар по воротам. Угловой слева будут подавать гости. Навес в штрафную. И удар по воротам. Все-таки немножко опирался на плечи защитника Чезаре Натали. И арбитр это заметил, дав свисток. Не с того места показал судья. Разыграли мяч вратарь и защитник Интера. Грустноватое выражение лица у Делио Росси. Продолжение банкета после победы над Ромой не последовало пока, по крайней мере. И Фиорентина по игре, можно сказать, уступает Интеру. Все закономерно. Хозяева активнее. Они чаще атакуют, лучше двигаются и острее действуют в завершающей стадии атак. Салифу с мячом. Сейчас чуть прибавила Фиорентина, переместившись на чужую половину поля. Но Интер может вполне поиграть вторым номером. Схема 4-4-2 в этом смысле универсальна и позволяет как остро атакующую игру вести, так и действовать от обороны. Леич поскользнулся вновь. Я и в первом тайме отмечал, что футболисты часто довольно теряют равновесие на скользковатом газоне. Салифу. Каутиньо. Ушел мяч за пределы поля, но от ноги игрока Фиорентины.
Боруц неудачно достаточно ударил по мячу. Зажег вот такую вот свечу недалеко от собственной штрафной. Тиаго Мотта. Коутиньо. Коутиньо старается минимум движений тратить на обработку мяча. И вперед идут гости. Лацари. Хорошая передача, но чересчур сильно все-таки, чтобы Джилардино за этот мяч сумел зацепиться. Фараони. Варгас. Неудачно сыграл Коутиньо. И Нагатомо тут как тут готов поддержать атаку, награждает его мячом. Партнер Нагатомо пытается раскачать Де Сильвестри. Здорово! Коутиньо внешней стороной стопы навесил в штрафную, подкрутив мяч, но Боруц сыграл надежно и без лишней суеты. Варгас. Лацари. Бехрами. Льяич. Восемь полевых игроков Интера за линией мяча. И Пацини с Милето дежурят в районе центрального круга. Бехрами здорово сыграл, красиво очень. Фараони. Милито укрывает мяч корпусом. 15 минут команды сыграли во втором тайме. Еще полчаса играть и достаточно большой срок. У Фиорентины, в принципе, есть возможность прибавить в игре и спасти этот матч. Но вот нужно внутренние резервы изыскать. Салифу неплохо вписался в игру. Он достаточно активен. Он уже сделал очень острую передачу в штрафную на Джилардино. Но пока все равно активности впереди не хватает Фиорентине для того, чтобы соорудить хотя бы один настоящий голевой момент и завершить его взятием ворот. Самуэль посылает мяч вперед. Здесь на опережение сыграл Фараони. Милито. Подача в штрафную. Милито успел и обыграться с партнером и рвануться на то, чтобы получить пас уже с верховой справа. Сали Мунтари, между тем, выходит на поле в составе Интера. И меняет он Филиппе Коутиньо. Много сил отдал молодой бразилец, но сыграл очень полезно. Отдал голевой пас. Сам мог отличиться еще в первом тайме. В общем, хороший матч провел Филиппе Коутиньо, и трибуны провожают его аплодисментами. Еще одна замена произойдет вскоре у Интера. Мауро Сарата появится на поле. Нагатомо вводит мяч в игру из-за боковой. Лусио. Хорошо заметил Фараони. Удар по воротам. Не тушуется совершенно Марко Фараони. И сегодня он уже 4-жды пробил в направлении ворот Боруца. Но это первый удар, в который попал в створ. Салифу. Паскуаль.
Пока его никто не встречает, продвигается вперед Паскуаль. Пас на Де Сильвестре. Другой защитник Фиорентины подключился в атаку. Бехрами. Пока все хорошо. Салифу. Пас в штрафную. Выпрыгивает Джелардино, но его Лусио опережает. Лусио идеально занял позицию и не позволил себя переиграть. Тиаго Мотта здорово обыгрывает Салифу. И пас хороший. Милито. Майкон подключается. Но здесь фора была существенная у Чезаре Натали, и он опередил бразильца. Сарата уже готов войти в игру. Милито с мячом. Монтари. Мало играет Монтари в этом сезоне. Практически не попадал в заявку Интера. Еще и травмирован был некоторое время. Вот сегодня выпустил его на поле Клаудио Раньери. И дал довольно солидный игровой отрезок. Около получаса. Диего Милито покидает поле. Славно сегодня потрудился нападающий Интера. Сам не забил, но потерзал вдоволь оборону соперника. Хороший объем работы проделал. Бил поворотом. В общем, провел очень неплохой матч. И уступает место на поле Мауро Сарата. Гости идут в атаку. Варгас. Подача в штрафную. Нагатома. Тут как тут. Хорошо сыграл. Лацари и Салифу вели борьбу с Тиаго Моттой. И в конце концов ценой нарушения правил сумели отобрать у него мяч. Еще одна замена в составе Фиорентины. Сантьяго Сильва, уругваец, который в прошлом туре открыл счет своим голам в серии А в составе Фиорентины, выходит на поле вместо Адема Ильяича. Сильва реализовал пенальти в концовке матча против Ромы. Там также он выходил на замену. Довольно опытный игрок. Его навыки сейчас понадобятся Фиорентине для того, чтобы все-таки попытаться спасти этот матч. Салифу. Варгас. Варгас стал часто смещаться в центр во втором тайме. Де Сильвестре вбрасывает мяч из-за боковой. Лацари. Паскуаль. Пас Лацари. Сантьяго Силва. Бехрами. Камбиасо перехватывает пас швейцарца. Монтари. Ганец все-таки не уступил мяч сопернику. И длинный перевод от Сали Монтари на Мауро Сарата. Красиво и эффективно сыграл Сарата. Фараони. Тиаго Мотта. Майкон с мячом. Тиаго Мотта. Удар из-за пределов штрафной площади. Рядом со штангой мяч летит после удара Тиаго Мотты. Клюнул мяч перед голкипером. Неприятны всегда такие удары для вратарей. И совсем рядом со штангой прошел. Практически в притирку. Здесь только бы не напортачить. Все-таки две грубые ошибки оборона Фиорентины сегодня уже допустила. И такие опытные защитники, как Натали, как Паскуаль, оказались застанными врасплох. Сейчас нарушение правил было против Силвы.
Середина второго тайма. 2-0. Интер впереди. Пацини открыл счет. И Нагатома увеличил преимущество своей команды до 2 мячей. Стенку из 5 футболистов, похоже, собирается выстроить Джулио Сезар. Нет, осталось там 4. Варгас у мяча и Салифу тоже. Варгас может как следует закрутить мяч в ворота. С левой ноги бьет Варгас. Был рикошет небольшой. Мяч шел в ближний угол, но успел переместиться туда Джулио Сезар. Видите, от ноги Пацини был рикошет. Стенка не совсем выполнила свою роль, но, по крайней мере, силу удара удалось чуть-чуть погасить. Лусио с мячом. Сам пошел вперед. Прошел одного. Точная передача. Сарете. Сарете. Двоих подряд обыграть не сумел. Камбьясо. И вторая волна атаки Интера. Майкон. Активные защитники команды Клаудио Раньери. И Майкон, и Лусио. Вот оба эти бразильца регулярно, часто подключаются к атакам своей команды. Удар от ворот. Важно для Интера сейчас отодвинуть игру подальше от своих ворот и контролировать мяч, чтобы лишить гостей всех шансов отыграться. Я думаю, в этой связи и замены были произведены. Должны освежить игру Сарета. Ну а Мунтари придать солидности в центре. Конечно, он разрушитель, в отличие от Филиппе Каутиньо, которого он заменил. Но замена по позиции, с акцентом на левый фланг действует Сали Мунтари. Нет, мяч хозяева должны вводить в игру. Фараони. Майкон. Сарете ждал передачу, но Майкон решил сразу обострить на Пацини, навешивая. Силва. Крепко стоит на ногах. Пас неплохой. Джелардино. И тут как тут Фараони вернулся, помог защитникам. Выбил мяч из-под ног у нападающего Фиорентины. Камбьясо. Тиаго Мотта. Фараони. Рваный темп предлагает сопернику Интер. Сейчас сбросили скорость и наслаждаются просто контролем мяча в центре. Майкон. И рывок, резкий рывок делает Сарета, но Майкон делает передачу не ему, а Фараони. Вот Сарета с мячом. Мунтари. Тиаго Мотта. И пас в штрафную. Нагатома подключается по месту левого инсайда. Он уже в пределах штрафной площади. Нагатома удар по воротам в дальний угол. Боруц на этот раз не сплоховал. Бехрами. Де Сильвестри. Варгас. Натали.
мяч на левом фланге. Пас Паскуаля. Силва. И уругваец зарабатывает угловой для Фиорентины. Подача слева. Мяч перелетел через голову всех футболистов и опустился на дальнем углу штрафной площади. Здесь Мунтари и неточно играет. Ну, понятно, желание Мунтари сразу ситуацию обострить. Сараты был там один из футболистов хозяев впереди. Вот именно на него и отдавал пас Ганец. Де Сильвестре. Салифу. Бехрами. Нагатома и Камбьясу вдвоем нейтрализовали потуги Бехрами обострить ситуацию точным пасом. Ну а здесь Майкон справа с мячом на фланге. Фараони. Тиаго Мотта. Пошел вперед, но не смог пройти Салифу. Сантьяго Силва с мячом. Варгас. Прострел на Джелардину, но того опережает Вальтер Самуэль. И еще одна замена у Фиорентины. Хусейн Харджа, который только-только восстановился после повреждения, выходит на поле вместо Андреа Лацари. Харджа, напомню, вторую часть прошлого сезона провел именно в Интере. Ну а летом перебрался во Флоренцию. Три замены использовал Делио Росси. Больше игроков со скамейки, свежих игроков он выпускать не может. Вышли Салифу, Сантьяго Силва и вот теперь Харджа. Варгас, подача в штрафную, попытка пробить в касание, в лед, что называется, но получилось не лучшим образом у Валона Бехрами. 15 минут между тем до окончания матча. 2-0 Интер выигрывает у Фиорентины благодаря голам Пацини и Нагатому. Харджа не дотянулся до мяча. Нагатомо. Сколько же сил у этого японца. Он постоянно в движении. И такое ощущение, что не устает вообще. Майкон. Сарата. Фараони. Сарата и хорошо обыгрался с Фараони. Можно подать штрафную. Фараони простреливает, но здесь надежен Гамберини, капитан Фиорентины. Майкон. Еще один навес. Опасно! Ой-ой-ой-ой! Мунтари не попал в створ и не смог замкнуть этот то ли удар, то ли вынужденный такой пас Джанпаоло Пацини. Конечно, пытался переправить мяч в ворота самостоятельно Сали Мунтари. Техника подвела Ганца. Но а его партнеру не хватило буквально какой-то доли секунды для того, чтобы все-таки поспеть к этому мячу. В полуметре от гола был Джанпаоло Пацини. Но в целом Раньери должен быть доволен качеством футбола, который сегодня демонстрирует Интер. Очень цельный такой матч. Команда сохраняет компактность в середине поля. Резко атакует. И практически ничего толком сопернику не дает создать у своих ворот. Нагатому. Я рискну предположить, что этот матч, если не лучший, то один из лучших для Интера в нынешнем сезоне, безусловно.
Команда все-таки встала на путь исправления. Это видно, и это не бравада, когда об этом говорит тренер и игроки. Интер действительно старается и может выправить ситуацию. Я думаю, что вскоре мы его увидим в верхней части турнирной таблицы. Навес штрафную. Борут забирает мяч. Пас Салифу вперед. Такое ощущение, что уже нет сил у Джелардино реагировать на забросы из глубины резкими рывками. Он сегодня много двигался, но редко получал мяч. Натали опережает соперника. Харджа. Бехрами. Де Сильвестри, правый защитник, подключился к атаке. Бехрами. Салифу. Варгас. Навес в штрафную площадь. Там падение. Потерял равновесие Джелардино, но никто из соперников упасть ему не помогал. Камбьясу на ваших экранах. Здесь, по-моему, опасно играл Бехрами. Арбитр это заметил. Торопиться некуда футболистам Интера. Плюс 2 мяча в их активе. И совсем немного времени до окончания матча. Мунтари. Лусио. Майкон. Мунтари. Дальний удар. Нагатомо. Контроль мяча удается Интеру. И откровенно посвежей, помобильнее выглядят подопечные Раньери, нежели их оппоненты. Особенно это заметно во втором тайме. Чем ближе к концу, тем больше. Тиаго Мотта. Я напомню, что 2 замены произвел пока Клаудио Раньери. Вышли на поле Мунтари и Сарате. Так что еще есть возможность одну замену произвести наставнику Интера. Кордоба, Поли, Кастаньос и Рикардо Альварес. Вот такие полевые игроки. Плюс вратарь Лука Кастеллаци пока на скамейке у Интера. Харджа с мячом. Сантьяго Силва. И навес слева в исполнении Паскуаля. Бехрами ошибается. Тоже, видимо, уже селенки на исходе. Резкая контратака Интера может получиться. Неутомимый Нагатомо рвался к мячу, но первый здесь был защитник. Паскуаль. Еще один рывок Джелардино, но он здесь как в тисках между 2 центральными защитниками Лусио и Самуэлем. Неплохо Сантьяго Силва сыграл. Варгас. Подача слева. Опасно. Лусио играет головой. Салифу. Сам себя, похоже, перехитрил. Де Сильвестри. Здорово Джелардино сбрасывал в направлении Сантьяго Силвы, но Лусио сыграл снова выше всяких похвал. И лежит Лусио на газоне. Ну, надеюсь, это не рецидив травмы. Да нет, все вроде в порядке.
Спорный мяч. Понятно, что Интер вернет его сопернику. Уже меньше 10 минут до финального свистка. Пока Интер уверенно ведет игру в победную гавань. Раньери, кстати, сказал, что и в матче против ЦСКА команда показала неплохой футбол, боролась до конца. И поражение не может служить поводом для огульной критики. Ну а сегодня Интер к хорошей игре готов присовокупить и позитивный результат. В интересах Кальчо, наверное, чтобы Интер был сильным, чтобы он вернул себе прежние позиции и снова находился среди лидеров и боролся за самые высокие места. Ну, что касается чемпионского титула, я думаю, что об этом уже можно забыть в текущем сезоне, конечно же. Но есть еще борьба за путевки в Лигу чемпионов, и тоже там предстоит нешуточное сражение. Сразу несколько команд претендуют. И Лацио, и Милан, и Удинезе, и Наполи. Рома может подтянуться. Ну и, конечно, Интер. Джелардино с мячом. Харджа. Был вариант перевести мяч направо. Там Де Сильвестри подключался, но Хардже не хватило кругозора. В данном случае игрового он рассматривал только вариант обыграться с ближним. А там было много соперников. Видите, здесь фактически пас в недодачу получился. И Лусио снова превзошел в единоборстве Альберто Джелардино. Корректная игра, всего лишь 22 фола. Я напомню, что к середине первого тайма было 9 нарушений, а вот с тех пор всего 13. За час игрового времени всего лишь 13 фолов на две команды. Это очень немного. Сарата. Фараони пас в штрафную. Сантьяго Силва. Интер перехватывает мяч. Здорово. Пацини! 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 Не сумел переиграть Боруца. Наиграл Интер на крупную победу во втором тайме, если вспоминать все моменты, которые команда создала. Хорош сейчас Интер. Опять же, конечно, мы должны сделать скидку на то, что Фиорентина понесла большие потери в составе, причем в самый последний момент. Некоторые футболисты выбыли, но все равно это не отменяет хорошей, качественной игры в исполнении хозяев. Пацини. Салифу. Салим Мунтари на ваших экранах. Камбиасо. Перехватывает мяч гости. Джелардино. Варгас. Слева некому подключиться. Застрял сзади защитник Паскуаль. Вот он только что подошел. Навес в штрафную. Удар по воротам. Сантьяго Силва пробил. Все-таки изыскал возможность. Чуть-чуть перевисел соперника в воздухе и нанес удар. Еще раз смотрим этот навес и удар Сантьяго Силва. Не сильно, но все-таки в створ мяч переводил. Мунтари. Пацини. Натали первый. И Де Сильвестри с мячом. Активно перемещаются и Пацини, и Сарата, затрудняя работу защитникам Фиорентины. Хорошее движение. Это большой козырь команды Раньери в сегодняшнем матче. Харджа. Передача в штрафную. Джелардино чуть-чуть не дотянулся. От своих ворот пошлет мяч в поле Жулио Сезар. Меньше 3 минут до окончания основного времени второго тайма в матче Интер-Фиорентина. Напомню, 15-й тур серии А. Уже 20 ударов в сторону ворот соперника нанесли футболисты Интера в сегодняшнем матче. И большая часть из них приходится на второй тайм.
Нагатомо. Нарушал правила Пацини в борьбе с Алессандро Гамберини. Варгас. Харджа. Навес с левого фланга. И мяч забирает спокойно Жулио Сезар. Нагатомо. Камбьясо. Спокойно Интер доигрывает этот матч. Цель достигнута, и 3 очка команда Клаудио Раньери вписывает себе в таблицу. Таким образом, у Интера становится 17 очков. Команда присоединилась к большой группе команд в середине таблицы и пока занимает условную 10-ю строчку. Натали оттеснил от мяча Сарата. Хватит сил на последнюю или, может быть, предпоследнюю контратаку. Мало времени, уже последняя минута матча идет. Варгас. Бехрами. Варгас навешивает слева. Удар по воротам. Джелардино все-таки опередил, по-моему, защитника. Ну и от него таким образом мяч ушел за пределы поля. Монтари. Харджа остановил мяч. 3 минуты компенсировал арбитр. Напомню, Пауло Тальявенто сегодняшнюю встречу обслуживал в роли главного судьи и провел ее очень хладнокровно, уверенно. Желтый карточек много показывать не пришлось, всего лишь по одной для каждой из команд. И Фиорентина пытается атаковать. Де Сильвестри, навес штрафную, Бехрами! Далеко в сторону от ворот летит мяч. Красиво убрал Монтари здесь Лоренцо де Сильвестри. И навес был очень неплохим, но вот удар не получил своего партнера Валона Бехрами. Фиорентина остается с 16 очками. Теперь она уже позади Интера. И напомню, что относительно Фиорентины у Интера еще матч в запасе имеется. Там очень большая плотность. Киево на 14 месте с 16 очками, а Дженоа на 7 месте с 18 баллами. Как видите, 7 строчек, и разделяет их всего 2 очка. Салифу с мячом. Половина из компенсированного времени миновала. Чисто в подкате сыграно. Тиаго Мотта. Нагатомо. И аут в пользу Интера. Бехрами. Камбьясо мяч все-таки выцарапывает. И атакует левым флангом Интер. Нагатомо не успел все-таки к мячу, и его запас сил не беспределен. Но японец провел просто выдающуюся встречу. Постоянно был там, где он нужнее всего. Постоянно искал борьбы. Много очень и полезно подключался к атакам. И наградой ему стал гол, забитый в начале второго тайма. Пусть там не обошлось и без доли везения.
Харджа. Варгас. Пас Харджи в штрафную на Сантьяго Силву. Лусио мяч перехватывает. Монтария. Хороший перевод направо. Пацини. Сарете. Сарете в штрафной. Удар по воротам. Вот так на мажорной ноте Интер завершает этот матч. Финальный свисток дает Паоло Тальявенто. В игре 15-го тура серии А Интер дома на стадио Джузеппе Меацца обыграл Фиорентину 2-0. Очень хороший по качеству матч привели хозяева. Много двигались, создавали немало опасных моментов. Превосходили соперника в единоборствах и заслужили эту победу. Я думаю, что Интер встает на путь возрождения. И вот этот матч это наглядно показал. 2-0. Пацини и Нагатома отличились у Интера. У команды Клаудио Раньери 17 очков. И она перемещается на 10-ю строчку в турнирной таблице. Вместе с вами футбол из Италии смотрел Олег Пирожков. Всего доброго и до встречи.